Я хотел бы напомнить о том, что в Абхазии жила величайшая женщина. «Величайшая женщина моей страны», – так назвал Сарию Лакоба известный писатель Фазиль Искандер. Ее величие определяется трагичностью судьбы, несгибаемостью воли и тем фантастическим мужеством, с которым она на протяжении 2 лет переносила нечеловеческие пытки и издевательства в застенках НКВД. Я решил, используя свое депутатское положение, обратился к Крючкову, бывшему председателю КГБ, на предмет того, чтобы он дал возможность ознакомиться с архивными документами, которые касаются дела Рауфа и других Сарии. И он дал мне добро. Я убегал, чуть раньше заседания Верховного Совета, мчался туда в архив. Больше месяца я работал в архиве, но это, конечно, вообще страшное дело. Страшное в том смысле, что читать эти дела. Я знаю, что когда читал дело Рауфа, я просто сидел и плакал. Это просто невозможно было читать спокойно. Дело Сарии, все эти документы надо было бы иметь целиком, потому что по этим документам можно было даже составить список репрессированных. Очень много дел там встречается. Сария Лакоба родилась в 1904 году в городе Батум в семье состоятельного аджарца Ахмеда Мамеда Джихоглы. Семья девочки, где помимо нее было еще 6 детей, владела несколькими домами на Батумском побережье, которые сдавались, а также собственной хлебопекарней и магазинами. Мать Сарии, Мелек Патландзе, была абхазской, родом из города Очимчира. Сария познакомилась со своим будущим мужем Нестором в собственном доме в Батуми. С Нестором дружил ее старший брат, и он укрывал друга абхазца от меньшевиков у себя дома. Сарии было всего 15 лет. Стройная брюнетка с большими карими глазами сразу приглянулась Нестору, и девушке также полюбился молодой революционер. Они сбежали. Братья и родители Сарии, которые поначалу противились ее браку, со временем успокоились и приняли Нестора как достойного зятя. Ее увидел Нестор из окна. Но, может быть, он вышел к ней не сразу, как только понял, что пришла она. В ее глазах прочел он постоянство, что было светлым, вольным, как пространство, и крепче гнева брата, и угроз отца, и горьких материнских слез, и крепостной твердыни мусульманства. Он понял все. Он ей воздал сполна. Сказал Ревкоме: вот, моя жена. Сария, Нестор, его мать и другие ближайшие родственники жили в большом особняке в Сухуме на углу нынешних улиц Лакоба и Званба. Через год после свадьбы у них родился сын Рауф. Самые яркие подробности из жизни этой неординарной пары оставила невестка Сарии, жена ее младшего брата Эмды, Адиле Аббас Оглы, в своей книге «Не могу забыть». Она описывает Сарию как человека тончайшего вкуса во всем, начиная от одежды до умения создавать уют в доме. У Нестора были завистники. Они видели, как Сталин любит его, как ему нравится Сария, как она танцует. Как-то один раз они с Нестором попали в Кремль на банкет. Серго Орджоникидзе пригласил ее танцевать лезгинку. Большие черные глаза, ресницы веером, брови в разлет, черные волосы. В жизни она была красивее, чем на фотографии. Добрая, всегда улыбчивая. Ходили слухи, что Сталин втайне был в нее влюблен. Нет, между ними ничего не было. Но он открыто ею любовался. И как-то перед всеми сказал Берии: смотри, Нестор во всем тебя обошел, на такой красавице женился. До наступления 1936 года жизнь семьи Нестора и Сарии казалась безоблачной. Все поменялось, когда Сталин предложил Лакоба занять место народного комиссара внутренних дел. Руководитель Абхазии ответил отказом, поскольку понимал, его хотят убрать подальше от республики, чтобы развязать руки Берии, который давно вынашивал планы по грузинизации Абхазии.
Когда в один из декабрьских вечеров Нестор сообщил, что в одиночку собирается в Тбилиси, куда его немедленно вызвал Берия, Сария, всегда сопровождавшая его в поездках, стала спорить, но Нестор был непреклонен. Это Берия вызывает в Тбилиси. На этот раз ты со мной не поедешь. Теперь я знаю, если со мной что-нибудь случится, ты будешь плакать. Живым из Тбилиси Нестор уже не вернулся. Из-за плана заселения Абхазии грузинами, который Берия показывал Лакоба, они серьезно повздорили. Нестор в ужасе отверг эти замыслы, сказав «только через мой труп». Этим же вечером его не стало на ужине в доме Берии, куда его фактически силком, якобы для примирения, затащили мать и супруга последнего. Руководитель Абхазии был отравлен. Позднее при вскрытии станет известен и яд цианистый калий. Когда в дом пришла ужасная новость о том, что Лакоба скончался, горю Сарии не было предела. Она кричала и рвала на себе волосы, прижимая к себе сына, шептала ему, чтобы он не боялся, что им поможет товарищ Сталин. Ей долго казалось, что друг семьи ничего не знает о том, что произошло с ее мужем. Но за все дни прощания с Нестором, когда в Абхазский драматический театр, где был установлен гроб с телом покойного, приходили тысячи людей, а к ней лично приносили сотни телеграмм с соболезнованиями со всех концов света, она так и не дождалась весточки от товарища Сталина. Уже через месяц после похорон Лакоба о нем пошла молва, отовсюду убирались портреты, наконец пошли аресты. Людей вызывали в НКВД, после чего они бесследно исчезали. Когда такое произошло с одним из братьев Сарии, Меджитом, она, взяв Рауфа, отправилась в Москву просить аудиенции у Сталина. Но в Кремль ей попасть не удалось. Женщина вернулась в Абхазию разбитая и подавленная. Врагами народа вместе с Нестором была объявлена вся его семья. Осенью 1937 года вся республика замерла у радиоприемников, по которым транслировали ход дела о 13 лакобовцах. На скамье подсудимых оказались Михаил и Василий Лакоба, Константин Иналыпа, Михаил Чалмаз, Владимир Ладаря и другие друзья и сподвижники Нестора. Все они позже будут расстреляны, а за ними последуют их жены, их дети. Кто-то погибнет, кто-то проведет жизнь в тюрьмах. 20 июля 1937 года. Из записки Берия Сталину о контрреволюционных группах в Грузии. Считая необходимым также арестовать и после следствия выслать за пределы Закавказья жену и мать Лакоба, которые тесно были связаны с группой ныне арестованных членов контрреволюционной группы Лакоба и ведут себя очень подозрительно. Прошу ваших указаний. Секретарь ЦК КПБ Грузии Берия. 13 августа 1937 года. Секретная шифротелеграмма от Сталина на имя Берия. Получена ваша докладная записка. Доклад одобрен. Показательные суды по делам Лакобы и Закерия Лорд-Кипанидзе нужно устроить. Провести их нужно с оговорками, изложенными в вашей записке. Не возражаем против созыва расширенного пленума ЦК КП Грузии и подробного доклада на нем о вредителях, врагах народа. Сталин. Через неделю после этой шифротелеграммы были арестованы мать и жена Нестора Лакоба. 17 августа 1937 года Сарию Лакоба арестовали, а в октябре начался процесс 13 лакобовцев, которых обвинили в заговоре против Сталина. С момента ареста жизнь Сарии превратилась в нескончаемую цепь пыток, изуверских мучений. Описывать все это невозможно, ибо жестокость ее мучителей не поддается пониманию. На протоколе допроса Сарии Лакоба от 28 января 1938 года, который проводил руководитель 4-го отдела НКВД Грузинской ССР Давлеонидзе. Товарищу Давлеонидзе, ерунда. Лакоба водит нас за нос. Ею очень плохо занимаются. С. Гаглидзе. Через месяц, 1-2 марта, вновь резолюция Совнаркома. Товарищу Давлеонидзе, С. Лакоба говорит ерунду. Возвратить в карцер, и пока она члена раздели и начнет рассказывать о деятельности своего мужа и окружающих его лиц, из карцера не переводить.
Эсгаквимся. Поздний вечер. Не спим. В нашей интернациональной камере, где находится 3 грузинок, 1 армянка, 1 русская и болгарка, царит полный покой и единство. Вдруг с верхнего этажа послышался страшный шум. Я вздрогнула, вскочила, а остальные лишь переглянулись. Шум повторился, и в ночной тишине с особенной ясностью раздался душераздирающий вопль замученного человека. «Я ничего не знаю! Оставьте меня! Я ничего не знаю!» Опять страшный шум и опять душераздирающий крик. «Я ничего не знаю! Оставьте меня! Я ничего не знаю!» «Не бойся! Это, видно, какого-то пьяницу вывели, а тот орет!» Успокаивали меня женщины в один голос. Лишь Сария Лакова, приподнявшись на деревянной тахте, повернулась ко мне и закричала: «Это ложь! Я против этого! То, что ты сейчас слышишь, это наша несправедливая, тяжкая участь. Это надо запомнить. Этот голос нельзя позабыть. Ты еще молодая, ты дождешься. Придет время, восторжествует справедливость, и этот голос ты должна донести до каждого. За 2 года они так и не смогли сломить ее волю. Сария не подписала ни одного признательного документа. Согласно легенде, перед самой смертью к ней пришел прокурор, требуя подписать показания против мужа. Один эпизод ее мужества поразительнее другого. Как-то раз измученной Сарии принесли очередной лист с напечатанным признанием для подписи. Она встала, подошла к столу и пролила истекающую из нее кровь на бумагу и сказала ошеломленному работнику НКВД: «Вот вам моя подпись. Навечно». 16 мая 1939 года, после почти 2 лет ежедневных пыток, она умерла в Артачальской тюремной больнице в Тбилиси. Но история величайшей женщины нашей страны живая, и, вероятно, главная память о ней – сделать невозможным повторение. Мне кажется, что Абхазия должна этой величайшей женщине поставить памятник. Этого памятника в Абхазии не хватает. Элеонора Гилаян, Абаза ТВ.